О самых заметных событиях понедельника, 16 января, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Лютые морозы стали причиной аварии. Специалисты восстанавливают энергоснабжение в нескольких районах Якутска. Аномально низкая температура держится на большей части республики уже пятый день. В последний раз такая холодная погода была зафиксирована в регионе 29 лет назад. Как долго простоят морозы? Республиканский онкологический диспансер готов на 80%. Объект посетил глава Якутии Айсан Николаев, когда завершат строительство. Только точная и достоверная информация. Соцсеть ВКонтакте занимается разработкой сервиса для распознавания фейков на фото и видео. В гостях у сказки в селе Большой Хатыми состоялся благотворительный праздник с таким названием. Его провели для детей из общества инвалидов. Аномальные морозы стали причиной аварии. Под ограничение на линии электропередач попали микрорайон Мерзлотка, а также часть домов в районе Гемиина и по улице Лермонтова в Якутске. В некоторых районах аварии уже устранили и подключили электричество. Оперативно-выездная бригада Центрального РЭС выехала для осмотра и устранения технологического нарушения на линии, сообщает пресс-служба центральных электрических сетей. В целом, в условиях сильных морозов энергетики сетевых предприятий Якутскэнерго приостанавливают большинство плановых ремонтных работ с ограничением электроснабжения на предстоящие дни в центральных и западных районах Якутии. Сделано это для безопасности потребителей, собственного персонала и техники. На это время запланированы обходы и осмотры линий. Для оказания помощи на дорогах Якутии выставили дополнительные экипажи дорожно-постовой службы. Госавтоинспекция региона призывает якутян воздержаться от дальних поездок. В связи с сильными морозами и в условиях тумана на дорогах республики выставлены дополнительные экипажи. Если вы попали в сложную ситуацию в пути, незамедлительно сообщите экстренным службам. За помощью можно обратиться к любому сотруднику ГИБДД или позвонить в дежурную часть по телефонам 127 35 22 22 и 47 35 69. Более 100 единиц спецтехники вышли на трассы Вилюй и Колыма для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Аномально низкая температура держится на большей части республики уже пятый день. Синоптики отмечают, что в последний раз такая холодная погода была зафиксирована в регионе 29 лет назад. Как долго простоят морозы, узнавала Мария Кардашевская. Прогнозы синоптиков не радуют. Аномально низкая температура на территории республики продержится еще неделю. В городе Якутске до конца рабочей недели ожидается аномально холодная погода, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов и более. В конце недели морозы пойдут на спад. На большей части Якутии ожидается некомфортная, ветреная, с небольшим снегом погода, близкая к многолетней норме. Синоптики отмечают, что последний раз такая холодная температура была зафиксирована в регионе 29 лет назад, в 1994 году. Однако для ученых это не аномалия, а обычное явление. Климатическая система, она немножко сложно устроена, в ней очень много случайностей. Поэтому вокруг какого-то среднего значения всегда могут быть колебания как в одну, так и в другую сторону. Конечно, хочется назвать это аномалией, таким, чего никогда в жизни не было. Ну, конечно, температура минус 50 – это не что-то из ряда вон выходящего. В Якутии такое бывает довольно часто. Из-за разницы температур между экватором и полярными регионами около полюсов Земли образуются полярные вихри. Это область сильных ветров высоко в атмосфере, которая удерживает холодный воздух вокруг арктических регионов. Устойчивый полярный вихрь циркулирует по кругу. Однако с глобальным изменением климата он все чаще имеет растянутый вид, из-за чего холода наступают в неожиданных местах. Более темные эти зоны показывают движение полярного вихря, который приносит холодные воздушные массы, примерно, значит, вот в эти области. Как раз сильное похолодание в Соединенных Штатах в конце прошлого года связано именно с неустойчивостью полярного вихря. И то, что мы наблюдаем сейчас в Якутии, глубокое проникновение холодного воздуха в центральной Якутии и еще ниже, южнее, это тоже связано в данном случае с неустойчивостью полярного вихря.
Ну а якутяне называют это явление просто – крещенские морозы, которые предзнаменуют скорое потепление, а с ним и приближение весны. Одним словом, мерзнуть нам осталось недолго. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Крещенские купели оборудуют в 13 районах для обеспечения безопасности верующих. В праздник Крещения Господня на территории всей республики привлекут сотрудников МЧС, правоохранительных органов, медиков, специалистов местного самоуправления. На каждой купели будет организовано дежурство, окажут помощь при совершении омовения и при необходимости отреагируют на возможные происшествия. Отметим, что всего в республике планируют открыть 26 мест для проведения обрядовых мероприятий, в том числе 7 прорубей для забора воды в 17 районах и 2 городских округах. Начиная города Якутска, южных наших районов, кончая крайними такими районами, как Верхнеколымский, Абыйский. И районы доложили о том, что у них к этому мероприятию готовность уже есть. Безусловно, эти мероприятия пройдут под контролем наших служб чрезвычайных и служб здравоохранения. И сегодня структуру также доложили о том, что они готовы к проведению данных мероприятий. И, конечно, мы будем следить за тем, как они будут проходить на местах. На еженедельной планерке с правительством республики Айсен Николаев поставил первоочередные задачи. Среди них обеспечение бесперебойной работы системы жизнеобеспечения в морозы и исполнение федеральных программ в регионе. На территории республики сохраняются морозы до минус 60 градусов, поэтому правительству со всеми профильными службами необходимо быть готовыми при внештатных ситуациях оперативно устранять причины аварий. Ну а завтра глава региона проведет совещание правительства, на котором заслушают доклады об итогах работы за прошлый год каждого органа исполнительной власти. Айсен Николаев также рассмотрит вопросы исполнительской дисциплины. Между тем, более чем на 80% завершены строительные работы на объекте республиканского онкологического диспансера. Сегодня с ходом строительства ознакомился глава республики. Прямо на строительной площадке провели выездное совещание, на котором определили ряд вопросов. Подробности расскажет Александр Хавренко. Во второй половине 2023 года в Якутске заработает республиканский онкологический диспансер. Первый проект диспансера появился еще в 2016 году и к началу строительства несколько устарел. Поэтому строительным организациям, работающим на его возведении, пришлось носить некоторые корректировки. Но на сроках строительства объекта эти вопросы никак не отразились. Отработали с проектной организацией АО «Гипроздрав». Сейчас, проходим экспертизу заново. Сдача у нас предусмотрена в сентябре, но общестрой мы закончим где-то в июне месяце. Останется после монтажа оборудования только, последние штрихи. И я думаю, что республика получит такой замечательный объект. Современный медицинский комплекс на 180 коек, оснащенный самым современным оборудованием, будет введен в строй, что позволит республике сделать еще один шаг в сторону улучшения качества оказания медицинских услуг. Онкоклинический центр состоит из стационарных отделений, 5 отделений хирургического профиля, химиотерапевтическое отделение, диагностические отделения. Это отделение лучевой диагностики, которое будет оснащено самым современным тяжелым оборудованием, в том числе компьютерный томограф, МРТ. Впервые на нашей базе будет установлен ангиографический комплекс, который позволит выполнять высокотехнологичные операции. Современный медицинский комплекс подразумевает работу с применением высокотехнологичного оборудования. И вопреки всем санкциям, медицинское оборудование для центра будет поставлено в срок и в полной комплектации. В прошлом году, когда эти, можно сказать, санкционные мероприятия по всей стране начались, были внесены корректировки проектно-сметной документации в части импортозамещения. На сегодняшний день проектно-сметная документация по технической части она уже получила положительное заключение экспертизы. Сейчас мы на завершающей стадии, это подтверждение стоимости данных изменений. Поэтому мы надеемся, что дальнейшие наши производители и поставщики, которые поставляют то или иное оборудование, они оправдают наше доверие. После строительства кардиососудистого центра онкологический диспансер станет вторым крупным объектом, сданным в республике за последнее время, что позволит Якутии удержать флагманское звание на Дальнем Востоке. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.
7 крупных медицинских объектов начнут возводить в республике в этом году. Это поликлиника на 200 посещений в смену в селе Амга, лечебные корпуса в Вилюйске, Нюрбе и селе Намцы, больничный комплекс в селе Майя, больничный комплекс с поликлиникой в поселке Самгар и врачебная амбулатория в селе Эльгей. На их строительство выделено более 5 миллиардов рублей из федерального и республиканского бюджетов. По словам министра здравоохранения Якутии Елены Афанасьевой, они будут оснащены по всем стандартам и передовым технологиям медицины. Также капитальный ремонт 25 объектов здравоохранения проведут в регионе. Реализация программы продолжится до 2025 года включительно. Ну а в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируют капитально отремонтировать 25 объектов. Финансирование на эти виды работ более 180 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. В медучреждениях предстоит провести различные внутренние и внешние работы, как покраска стен, замена дверей, окон, обновление фасада и кровли зданий, замена инженерных коммуникаций, водо-, электро- и теплоснабжения. Реновацию 1000 дворов в населенных пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года полпред президента ВДФО Юрий Трутнев. Программа направлена на обновление городской инфраструктуры и повышение индекса качества городской среды. Город Нерюнгри принимает в программе самое активное участие. Так, в прошлом году благоустроили 6 дворовых территорий многоквартирных домов. Общая сумма реализации этих проектов составила около 70 миллионов рублей. В этом году благоустройство общественных пространств и дворовых территорий будет продолжено. В конце 2022 года было принято 12 заявок на 2023 год по 1000 дворам. В результате конкурсного отбора в Республике Саха-Якутия было выбрано 6 дворовых территорий, которые в 2023 году примут свой новый облик. Также с 2018 года реализуется программа поддержки местных инициатив. Она очень актуальна и пользуется спросом в нашем городе и поддержкой наших горожан. В 2023 году будет реализовано также 3 проекта по данной программе. Несколько ленских многоэтажек нуждаются в замене лифтов. В этом году городская администрация обещала в 2 9-этажных домах их заменить на новые. А вот в доме по улице Пролетарская, 25, где лифты не работают уже более 3 лет, жильцам так и придется подниматься на верхние этажи пешком. Подробности в материале Светланы Балиевой. Вот так пешком уже много лет жители многоэтажки по улице Пролетарская, 25 вынуждены подниматься в свои квартиры. Занятие это, конечно, несложное, но не для всех. Пенсионерам и мамам с детьми приходится преодолевать этажи довольно долгое время, притом делая между этажами перерыв, чтобы передохнуть. За 20 лет лифт в этом доме работал лишь полгода, в 2019 году, с февраля по июль. Так долго он служил, так как был новый. Но за короткий срок устройство вышло из строя. В чем причина, жильцы так и не выяснили. Сколько мы не обращались в нашу управляющую компанию, постоянно нам отвечали, постоянно говорили, что нет денег. Люди есть сделать, отремонтировать лифт, а денег нет. Передали документы в прокуратуру, под контроль прокуратуры. Приходила ко мне представитель прокуратуры. С бумагами этими мы определили, что в первую очередь нам надо было сделать лифт запустить, с дверью вопрос решить и освещение 9-этажки. Но до сих пор лифт не запущен и до сих пор лифт не работает. После обращения в прокуратуру прошел почти год. Ответа жители, признаются, так и не получили. В сентябре прошлого года обращались в прокуратуру. Больше никаких ответов, никаких ремонтных работ, ничего не производилось. Только одними обещаниями нас кормят. Со слов руководителя управляющей компании, лифту необходим сложный ремонт, но специалистов его провести в городе нет. Вызвали с Москвы, но приехать он сможет только в летний период. У Екатерины Король в этом доме проживает мама. Девушка часто навещает ее вместе с детьми. И подняться на 4-й этаж, для нее, неся на себе ребенка, настоящее испытание. Ребенка маленького на руках таскаем, потому что квартиры здесь маленькие, жильцов, соответственно, здесь больше намного, чем, допустим, в той же набережной 107. И людей здесь проживает больше. Очень много людей с детьми, с маленькими, с колясками, с велосипедами. Все это таскают люди на себе. Потому что внизу под лестницей на 1-м этаже это не резиновое помещение, куда можно поставить коляску. Этот дом, всем известно, один из проблемных в городе. Так считают и сами жильцы. И многие проблемы создают сами здесь живущие. В 2 часа ночи кто-то сильно орал,
внизу стучали, наверное, ну или по лифту, или почему. А утром пришел следователь. Я говорю, ну я слышала, не знаю, что. И все, и с тех пор не это. Собирали, также домофон вот этот поставили, все сломали. Я регулярно платим, и сын платит, и я плачу, все. Люди многие не платят. В общем говоря, работать лифт в ближайшее время в этом доме не будет. Точного ответа на вопрос «когда» мы так и ни от кого не получили. Остается ждать лета. Проблема с лифтовым хозяйством возникает периодически и в других многоэтажных домах Ленска. В конце прошлого года по улице Победы 19А тоже вышел лифт из строя, но его быстро отремонтировали. Летом в этом и еще одном доме планируется заменить механизмы на новые. Это Аюнского 23А и Победы 19А. Софинансирование, опять же, по условиям фонда капитального ремонта обеспечили. Заявку мы сейчас формируем, подаем и надеемся, что в план этого года мы все-таки попадем, чтобы там замену этого лифтового хозяйства произвести. Выход из строя лифтового хозяйства – это проблема всех многоэтажных домов. Только их ремонт зависит от управляющей компании, от ее финансов. А уже их наличие – это ответственная и ежемесячная плата жильцов за коммунальные услуги и обслуживание общедомового имущества. Следовательно, нет долгов, нет проблем. И тогда ситуация с нерабочим лифтом по Пролетарской 25 не коснется жителей других высоток. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Идем далее. Владимир Путин спрогнозировал снижение инфляции до 5% в первом квартале года. По словам президента, показатели по инфляции очень важны для обеспечения достойного уровня жизни людей и реальных доходов. Путин назвал ситуацию в экономике не просто стабильной, а вполне удовлетворительной. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по итогам прошлого года инфляция составила почти 12%. В ведомстве ожидают, что инфляция снизится в первом и втором кварталах года текущего, причем во втором квартале она не превысит 4%. Между тем, с 1 февраля планируют проиндексировать свыше 40 различных выплат и пособий, и почти на 12% будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячные денежные выплаты ветеранам, страховой выплаты и других мер соцподдержки. Размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, на второго до 776 тысяч. Более того, материнский капитал предлагают использовать в России и для оплаты коммунальных услуг. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. По мнению депутата, рост цен на жилищно-коммунальные услуги сильнее всего отразится на одиноких родителях, многодетных семьях и пенсионерах. В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги, а многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. Таким образом, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год, отметила депутат. Правительство России профинансирует инфраструктурные проекты по развитию Северного морского пути. Порядка 4 миллиардов рублей будет предоставлено на создание цифровой экосистемы навигации в Арктике. Речь идет о единой платформе электронных сервисов. Она позволит получать полные актуальные данные о погодных условиях, расположении судов и загруженности портов, логистические услуги, в том числе оформление разрешений на проход судов, мониторинг, диспетчеризация, управление работой флота. Все это позволит обеспечить своевременную доставку грузов, в том числе в рамках северного завоза и на экспорт. Разработку платформы планируют завершить к середине 2025 года. Тем временем грузоподъемность увеличили на участках автодорог Сангар и Анабар в Якутии сегодня. Так, проезд разрешили для транспорта с общим весом до 20 тонн на автозимнике Сангар, Сите, Батамай, Булус, автодороги Сангар в Кобяйском и Намском районах. Кроме того, грузоподъемность увеличили до 30 тонн на участке Оленек, Юрянг-Хая, автодороги Анабар в Оленекском и Анабарском районах. Также разрешили движение транспорта с общим весом до 15 тонн по зимнику на участке Южная Нюя, Первый Нюрик-Тяинск, автодороги Умнас в Ленском и Алекминском районах. В гостях у сказки в селе Большой Хатыми состоялся благотворительный праздник с таким названием. Его провели для детей из общества инвалидов. Дети вместе с родителями совершили увлекательное зимнее путешествие и покатались на лошадях. Организаторами стали индивидуальные предприниматели Юта Егорова и Анжела Кудряшова. Подробности в материале.
Недолгая дорога, не морозная погода не стали препятствием для благого дела. Организаторы праздника сделали все, чтобы праздник был ярким и добрым. К детям на праздник пришли Дед Мороз со Снегурочкой, метелица, символ года кролик. Они провели для юных гостей веселые старты, игры и состоялась фотосессия с смелыми животными из живого уголка. Не бойся, я сейчас возьму его, не бойся. Не бойся. Идейным вдохновителем стала жительница Хатыми Юта Егорова. Она содержит в личном хозяйстве лошадей, пони и организовывает для желающих конные прогулки. Но так как у нас в хозяйстве мы содержим еще и лошадок, то, конечно же, нам захотелось пригласить из города деток к нам, деток с ограниченными возможностями, чтобы детки сменили обстановку, отвлеклись от городской суеты, но подышали нашим чистым таежным воздухом и увезли домой не только новогодние подарочки, но и массу впечатлений и положительных эмоций. Дети познакомились с новыми друзьями – лошадьми Спартом, Гариком и пони Марселем. Более смелые дети прокатились верхом, а кто-то предпочел прогуляться по селу, сидя в коляске. Радости ребят не было конца. Даже морозная погода не помешала им насладиться моментом радости и счастья. Меня пригласили в клуб, там было очень все весело, замечательно. Мы играли, вкусно ели, пили. Проводились конкурсы, давали подарки. Еще я катался на лошадках, на маленькой пони, на большой пони, на лошадке. Все было классно? Все было классно, здорово. Спасибо всем за праздник. Радость праздника разделили с детьми родители. По завершению праздника они адресовали теплые слова благодарности организаторам. Узнали, что в Хатыми будет проходить праздник, посвященный Рождеству, и решили съездить посмотреть. Очень понравилось, очень все приветливые, угощения, конкурсы. Ребенок был доволен, подарки дарили, катались на лошадях. Все очень организовано, очень приветливые все. Большое спасибо за организацию такого праздника. Праздник завершился ближе к вечеру. Дети увезли с собой не только новогодние подарки, но и массу приятных впечатлений. Гульшат Лаврентьев, Вадим Барашков, Нерюнгри. Почти 6 тысяч якутян приняли участие в акции «Елка добра». К мероприятию с 21 ноября до 30 декабря присоединились трудовые коллективы и семьи. Во всех районах и городских округах республики зажглись 38 елок добра. Проект охватил воспитанников детских домов, учеников коррекционных школ, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, участников специальной военной операции. В прошлом году было приобретено свыше 900 подарков для детей. В этот раз новогодние подарки получили около 4000 детей. Из них 1331 ребенок в Якутске, говорится в сообщении. Ну а соцсеть ВКонтакте занимается разработкой сервиса для распознавания фейков на фото и видео. Такой сервис будет запущен в течение полугода. ВКонтакте уже ведет работу над технологией распознавания дипфейков. Появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например, изменения в редакторах или замены одного человека на другого, сообщили в пресс-службе компании. Пользователи смогут самостоятельно проверять видео и изображения на достоверность. Далее о спорте. Более 160 спортсменов собрал турнир по масс-рестлингу в Монголии. Там провели командный турнир «Кубок нового поколения», в котором приняли участие 162 спортсмена из 12 провинций, 8 клубов и 7 округов. В этом году в стране готовится принять чемпионат Азии по якутскому национальному виду спорта. Медали были разыграны в 18 весовых категориях, 6 комплектов среди мужчин, по 4 юноши и девушки, еще 4 младшие девочки. По итогам соревнований определены обладатели специальных номинаций. Ну а сборную республики по вольной борьбе для участия в первенстве Дальнего Востока сформировали по итогам республиканских соревнований. Первенство макрорегиона пройдет 10 и 11 февраля в Благовещенске. По итогам у спортсменов появится возможность выступить уже на российском уровне. За право представить республику выступили порядка 240 борцов 2006-2007 годов рождения в 11 весовых категориях. Так, в общекомандном зачете 1, 2 и 3 место завоевали команды Якутска, Чурапчинского и Сунтарского районов соответственно. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.